Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о первой помощи при поражении детей электрическим током. Сегодня нашу жизнь мы даже не мыслим без электричества. Мы чувствуем себя некомфортно, если в доме его отключают хотя бы на час. Электричество приносит много пользы человеку, но в то же время неосторожное обращение с ним может привести к серьезным последствиям, особенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только познают этот мир. Они любознательны, активны, подвижны, и все, что их окружает, оценивают своими органами чувств. Таким способом малыши приобретают опыт для дальнейшей жизни. Но они не могут осмыслить свои действия. Каковы же особенности поражения электрическим током? Ну, во-первых, это отсутствие внешних признаков грозящей опасности. Ток невозможно увидеть, услышать, обонять или как-то иначе заблаговременно обнаружить возможность поражения. Второй особенностью поражения электрическим током является тяжесть травмы и возможность летального исхода. Третьей особенностью является то, что токи промышленной частоты могут вызвать интенсивные судороги мышц. Человек как бы приковывается к токоведущим частям и не может самостоятельно освободиться от действия электрического тока. Следующей особенностью является то, что после воздействия электрического тока не исключена возможность последующего механического травмирования. При поражении электрическим током во время нахождения на высоте произойдет потеря сознания, а затем падение, и в результате этого механическая травма. В зависимости от выраженности общей реакции организма различают 4 степени тяжести поражения электрическим током у детей. При первой степени ребенок в сознании возбужден либо оглушен, характерны судорожные сокращения скелетной мускулатуры, боль и бледность в области ожога кожи. При второй степени развивается тяжелый болевой синдром до шока. Вероятно возникновение судорог, сознание может отсутствовать, возможно нарушение дыхания и ритма сердца. Ожоги более обширные и глубокие. При третьей степени имеются нарушения сердечной деятельности и дыхания, и длительная потеря сознания. Четвертая степень поражения электрическим током крайне тяжелая. Она характеризуется состоянием клинической смерти. О том, по каким причинам возникают поражения детей электрическим током и как помочь пострадавшему ребенку, мы говорим с ведущим инженером филиала МРСК «Волги» Чувашэнерго Сергеем Маловым. Сергей Григорьевич, как часто случается поражение электрическим током детей? К сожалению, поражение электрическим током детей случается часто, достаточно часто, если сравнивать с общим травматизмом в сетях, да, где-то в год 5-6 электротравм с детьми случается. Ну, это плачевная статистика, иногда и больше, иногда меньше, поэтому брать не буду, 5-6 или 7-8. Каковы же причины того, что происходит поражение детей электрическим током? Основные причины поражения электрическим током детей являются это, вот, летний период, это рыбалка, в основном рыбалка. Это рыбалка под воздушными линиями электропередач, когда удочка достает или до воздушных линий электропередач 10 или 110 киловольт. К сожалению, 110 киловольт это бьет на расстоянии, получается, ребенок попадает, даже не достает удочкой до метра, меньше метра, там, ну, человек уже получает травмы, несовместимые с жизнью. Другие несчастные случаи летом – это дети без присмотра взрослых гуляют и попадают на территорию закрытых подстанций, то есть подстанций, территории подстанций или трансформаторных подстанций. Подстанции подразумеваются 110 киловольт, 110 киловольт, а подстанции, трансформаторные подстанции 10 на 0,4, которые в городских условиях тоже бывают. Попадают, залезают в щели или взламывают двери или кожуха, и даже не соприкасаясь, опять же, до токовых частей, даже палочкой коснулся, он и уже попадает под напряжение. И опять же получает часто, опять же, травмы, несовместимые с жизнью, то есть это смерть маленького ребенка.
А другие несчастные случаи, которые происходят, это залезает на опоры. Опоры, анкерные опоры, которые металлические. Дети маленькие, сейчас модно стало это селфи, берут мобильные телефоны и фотографируют самого себя. Здесь травмы не только поражение электрическим током, а травмы получает, просто срывается с опоры с достаточно большой высоты, и человек попадает, то есть получает травмы, там, переломы и еще что-то. А другие, опять же, несчастные случаи, которые происходят и часто бывают, залезают на трансформаторные подстанции, на крыши, за мячиком играют около подстанции, мячик туда залетел, или просто им интересно туда и прыгать с высоты маленького ребенка. Опять же, это без присмотра детей. То есть о взрослых, прошу прощения, говорился. Ну, вот это самые основные. А другие, какие бывают, это игра с воздушным змеем, то есть запуск воздушного змея около воздушной передачи. Это тоже чревато последствиями. Ну а в домашних условиях, в быту, как может ребенок получить поражение электрическим током? В домашних условиях тоже часто бывают травмы детей. Это в основном из-за того, что оставляют включенными электроприборы, даже не то, что включенные, а просто шнур, вилка воткнута в розетку, и ребенок играет без присмотра. Опять же, маленький ребенок может просто выдернуть шнур из розетки, при этом не то, что выдернуть, а сорвать, порвать шнур. Или же розетки сами не защищены заглушками специальными, и ребенок просто втыкает острый предмет, тонкий предмет, это типа гвоздика, шпильки или заколки женской, ну там подобное. Вот так. Это самые основные, наверное. И другое, это несчастный случай, который происходит, это неисправность бытовых приборов, которые пользуются сами взрослые. Ребенок этого не знает, он может случайно попасть под напряжение уже при неисправном приборе. А существует ли какая-то защита от поражения электрическим током в быту? В быту, в новых домах, которые сегодня строятся и сдаются в эксплуатацию, это основная защита, это УЗО. Уже заложено при проекте, при проектировании этого дома, уже потом уже сдача в эксплуатацию. Это достаточно основная защита от поражения электрическим током. В новых домах этого, в старых домах этого не было, к сожалению. В старых домах уже люди должны сами менять проводку и эту защиту, дифференциальную защиту типа УЗО ставить самому. Это основная защита. Но другое, это защита, это автоматическая, которая используется и раньше, и сегодня используется. А всегда ли срабатывают эти защитные устройства? Можно ли вот прямо на все 100% на них всегда надеяться? Ну, любая техника имеет свойство ломаться или выходить из строя, или просто иметь другие поломки, другие причины несрабатывания. Поэтому нельзя надеяться на что УЗО он сработает и нас защитит. Поэтому каждый должен знать, что прежде всего надо думать о собственной безопасности и безопасности своих детей, своим присмотром, вниманием, объяснением, что вот это опасно, вот это нельзя делать. Если произошло поражение ребенка электрическим током, как же можно ему помочь? Если человек, в том числе и маленький ребенок, оказался под напряжением, то есть попал под электрическое напряжение, то в первую очередь, что нужно делать, это обесточить. Это, то есть, источник питания. Это выключить выключатель или автоматический выключатель, если щиток рядом. Если это далеко или провод лежит, например, на земле, случайно маленький ребенок оказался около этого провода, то есть если соприкоснулся с этим проводом, взялся за него, то просто взять сухую палку, длинную палку, и откинуть этот провод от ребенка. Или оттащить, опять же, сухой палкой, если того, что нет, у нас у самих есть специальные приборы приспособления, просто оттащить сухой палкой этого ребенка или за сухую одежду, не касаясь этого ребенка руками, оттащить подальше от этого источника напряжения. Или если есть топор с сухой рукояткой, просто отрубить этот провод. Просто взять отрубить, чтобы обесточить в первую очередь. А потом уже вызвать скорую помощь, чтобы врачи, коллективный персонал оказывал первую помощь. Ну, а если, допустим, высоковольтный провод оказался на пути, тогда как?
поступать? Если высоковольтный провод выше 1000 вольт, то есть у нас 380 вольт, да, то есть 380. А если высоковольтный провод, то в первую очередь звоните диспетчеру. На каждой опоре номера диспетчера написаны. Они дистанционно отключат эту линию. Самому, не зная, как туда подлезть, лучше не лезть, потому что каждый может попасть уже сам под напряжение. То есть, если надо вот все-таки подойти, нет далеко бежать, нет телефона, то надо подходить гусиным шагом, если у вас нет специальной одежды, обуви. Гусиным шагом — это когда ступня к ступне идешь, не отрывая от земли. Подойти, опять же, взять длинную сухую палку и просто оттащить эту палку, или откинуть этот провод подальше от этого ребенка. Но при этом ни в коем случае ноги от земли не отрывайте. Ступня к ступне должна стоять. Только вот так. А так лучше сразу позвонить диспетчеру. Диспетчер сразу отключит линию, никого не спрашивая, моментально отключит, только обесточит. Какие рекомендации вы можете дать родителям по электробезопасности? Что мне хочется сказать по электробезопасности родителям наших детей? Дети — это наше будущее. И просьба с малых лет учите детей, что к трансформаторным подстанциям, к опорам, к линиям электропередач нельзя подходить близко, что электричество — это опасно. Он без запаха, без цвета, без звука. Если провод лежит даже на земле, он может быть под напряжением. Поэтому детей учат, что нельзя подходить даже просто лежащим проводом. И соблюдение элементарных мер безопасности. Если нельзя выдергивать из розетки за провод вилку, нельзя втыкать в розетки чем-то, нельзя лазить на подстанции, нельзя удочкой рыбачить около линии передач или даже рядом с подстанциями. Всегда можно попасть под напряжение. И наши запрещающие знаки, которые вывешены на опорах, на подстанциях, это в виде молнии, это означает, что туда лучше не подходить. Так как же оказать помощь ребенку, если произошло поражение электрическим током? Все действия по оказанию первой помощи должны осуществляться очень быстро, без задержек, без лишних разговоров и рассуждений. Своевременное оказание помощи позволит сохранить жизнь и уменьшить тяжесть травмы. Каково бы ни было состояние пострадавшего, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, так как смерть от поражения ребенка электрическим током может наступить и через несколько часов. Даже при поражении легкой степени ребенок нуждается в непрерывном наблюдении в лечебном учреждении не менее 24-48 часов. После того, как источник тока удален от ребенка, нужно выяснить, в сознании ли ребенок. Для этого надо задать элементарные вопросы. Что случилось, как ты себя чувствуешь и так далее. При отсутствии сознания нужно выяснить, имеются ли дыхание и сердцебиение. В случае необходимости необходимо провести реанимационные мероприятия, то есть непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Причем приоритет отдается непрямому массажу сердца. Продолжительность реанимационных мероприятий до приезда скорой помощи или до появления признаков жизни, а именно порозовение кожи, появление пульса и дыхания. Если появились признаки жизни, то пострадавшего нужно повернуть на бок, укрыть, чтобы не было переохлаждения, и ожидать приезда скорой помощи. При наличии самостоятельного пульса и дыхания ребенка следует осмотреть на предмет травм. На ожоги наложить сухие чистые повязки. Если ребенок в сознании, рекомендуется давать ему обильное питье. Во всех случаях ребенок, получивший поражение электрическим током, нуждается в немедленной транспортировке в лечебное учреждение. Уважаемые родители, напомню вам, что в целях профилактики поражения ребенка электрическим током родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для детей, научить их аккуратному обращению с электричеством. Для этого необходимо поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования, своевременное проведение ремонта сломавшихся электроприборов,
Постоянное обучение ребенка мерам безопасного поведения, включая обращение с электрическими устройствами. Периодический контроль за поведением детей со стороны взрослых. Помните о том, что 70% несчастных случаев с детьми происходит по причине классического недосмотра родителей. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.